Доброе утро, мы продолжаем наш эфир. Завтра, 9 февраля, все российские авиаторы празднуют свой профессиональный праздник, День гражданской авиации в России. И сегодня у нас в гостях командир воздушного судна Ан-24 авиакомпании «Якутия» Иван Белоусов и бортпроводник авиакомпании «Якутия» Елена Ворошилова. Доброе утро. Доброе утро, уважаемые гости. Поздравляю с наступающим вас праздником. Спасибо. Вот интересно, завтра вы будете в кругу семьи или все-таки на работе, в полете? Ну, я планирую быть в кругу семьи, конечно, так как мой муж тоже авиатор. Но если возникнет производственная необходимость, то в небе придется, со своими да? любимыми пассажирами. Вы на службе, да? Да. А вы, Иван? Да, а я уже буду на службе. Уже известно, 100% буду работать. Расскажите о себе немного. Сколько лет вы служите, да, в службе? Почему вы пришли в эту профессию? В авиакомпании «Якутия» я работаю с 2008 года. Последние 2 года в качестве старшего бортпроводника и недавно стала внештатным бортпроводником инструктора. Ну, как попала в авиацию. С самого детства меня манила эта атмосфера аэропорта. Я восхищалась девушками, бортпроводницами на борту самолета. Это была как сказка для меня. Ну, пришла я туда в довольно-таки уже зрелом возрасте, так как получила опыт. Закончила медицинский колледж и плюс еще получила высшее образование, закончив факультет иностранных языков. И мне это все как копилочка очень пригодилось в моей профессии, да. И когда мы проходили отбор, он был очень у нас строгий, и очень много было конкурентов, как бы это мне очень помогло. Здорово. Как классно, что осуществляются мечты. Да. А вы, Иван? Я в компании с 11 года, с 15-го, с 11-го в авиации, с 15-го года в компании. В том же году ввелся в командиры. Вот. А в авиацию меня привел отец, так как сам является авиатором, на вертолете, вертолетной работы, на Ми-8 всю жизнь тоже в Якутии отработал. Вот, поэтому как-то у меня это все семейное, все с детства. Поэтому, Династия. Да, можно сказать, династия. Ну а какие перелеты вам запомнились больше всего? Наверняка есть такие. Я слышала, даже роды принимают бортпроводники. Ну, что касается меня, для меня самым, наверное, значимым памятным перелетом, это был перелет 2010 года, когда мы везли гостей, участников Олимпиады в Ванкувер, в Канаду. То есть авиакомпания «Якутия» тоже приняла там участие. Здорово. В международном событии, да? Замечательно. Ну, у вас, Иван? Да, у меня, я не могу припомнить каких-то таких событий. Ну вот, как первый запоминающийся ПСП, конечно, у меня первый самостоятельный полет был, было легкое волнение, но экипаж помог мне справиться. И потом было приятное такое, когда стюардесса сказала, вот, подождите, сейчас вот командир выйдет, и, значит, я прошел по салону, и пассажиры поздравили меня с этим, потому что они до конца не знали, мы когда сели, все, поэтому вот такое запоминающееся событие, ПСП. Здорово. Но завтра уже состоится профессиональный праздник, и наверняка вы хотели бы поздравить своих коллег с предстоящим праздником. У вас есть возможность отличная? Прежде всего я хочу поздравить ветеранов-авиаторов с нашим профессиональным праздником. Спасибо вам большое, низкий вам поклон за ваш вклад в развитие авиации, за то, что вы передаете свой опыт более молодым поколениям. Ну а я, в свою очередь, хочу поздравить всех коллег, всех, кто непосредственно причастен к авиации, пожелать чистого неба, прежде всего здоровья, летного долголетия и, конечно же, чтобы количество взлетов равнялось количеству посадок. Это самое важное. Замечательно. Спасибо большое за такие хорошие слова. Вам отличного настроения, хорошего праздника и чистого голубого неба. Спасибо. Спасибо.